Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем хотят сказать вам духи рода именно сегодня и именно сейчас. О чем вам необходимо узнать. Загадайте, пожалуйста, на себя мысленно, либо вслух, обратитесь к духам рода. Так и спросите, о чем вы хотите мне сказать именно сегодня, именно сейчас. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие. Здесь очень интересные вышли рисунки. Я вам буду сейчас о них рассказывать, а вы уж там смотрите сами. Отсыпка у нас общая. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Говорят, что вам нужно срочно начать действовать. Что-то нужно срочно начать делать. Вижу, что вы давно о чем-то думаете, давно как будто бы собирались за что-то взяться, но по какой-то причине этого не делали. Стоите, вот так ручки опустили, задача перед вами есть, но действия от вас не происходит. И вот духи рода говорят: хватит медлить, бери и делай. Время упускаешь, важное время, ценное время. Потом не нагонишь, потом не достанешь. Именно сейчас нужно действовать. Все, что вы задумали, все, что вы придумали, все, что у вас, как говорится, и в уме, и в сердце, вы должны начать делать именно сейчас. Ценное время теряете. Вот прям драгоценное время теряете. Как не успеть можете. Либо, возможно, даже как возможности эти уйдут. Да? Сейчас есть возможности, нужно брать и делать. А чуть позже, там, день через день, уже возможности такой не будет. Говорят так: не медли, бери и делай. Бери и делай. Уже сейчас, прямо сейчас делай. Хватит ждать, нужно делать. Такое послание идет прямо в самом корне рисунка. Дальше. Еще показывает, что вы думаете сейчас о двух людях. Два человека. Может быть, они пара, может быть, они друзья. Может быть, это мужчина с женщиной. У кого-то отыграется, что две женщины, у других отыграется, что два мужчины. Духи говорят, что с ними вопрос уже как-то решен, да? Либо их будущее предопределено. Думать о них вам не стоит, и уж тем более обижаться на них не стоит. Знаете, как говорят: ты не злись на них, ты пожалей. Да? Не злись, а пожалей. Я так понимаю, что эти люди что-то вам сделали не очень хорошее, чем-то вас обидели. Либо какую-то несправедливость по отношению к вам допустили. И, возможно, вы думаете об этом часто. Может быть, даже хотите как-то отомстить, наверное, да. Но либо наоборот, вы хотите там поговорить, что-то выяснить, прояснить, может быть, даже какую-то свою позицию этим людям озвучить. Либо у них узнать причины, почему они так с вами поступали. Вот говорят, чтобы вы о них перестали думать. Не думайте, а лучше пожалейте. Потому что то, что их ждет, либо то, что с ними будет, это незавидная участь. И, как говорится, врагу не пожелаешь. Вот два человека. У них тут и серпы, и косы. Достаточно такие мощные знаки, которые предвещают беды, неприятности и патовые ситуации в жизни. Давайте так скажем. Если вдруг какой-то мужчина, обидел вас, к другой женщине перебежал, допустим, либо это какая-то семейная пара что-то вам плохое сделала, либо какие-то две подружки, сестры, братья что-то сделали. Поверьте, уже все решено и уже все начинает исполняться.
Пожалеть, да? Говорят, пожалеть их надо. Не думать о них, а пожалеть и отпустить. Они свою судьбу выбрали, и они к ней идут. Ничего хорошего их не ждет. Дальше, мои хорошие, смотрите, большая белка сидит. Кто-то из вас, либо из ваших близких, найдет совсем скоро работу. Работа тяжелая, здесь четко большая белка показана. Работа и по времени долго, и физически тяжело, и опять же на психику давит. Но говорят, что эта работа для вас может быть как трамплин. Трамплин к чему-то прекрасному, чудесному и к тому, о чем вы очень долго мечтали. Для вас, либо для вашего близкого человека. То есть, когда вам будут предлагать, либо вы начнете уже работать и поймете, что прям совсем тяжело-то, не выношу, не вывожу. Это не значит, что вы должны отказаться. Это трамплин, вот такой вот трамплин. Вы оттолкнетесь от этой работы, либо от этого опыта оттолкнетесь и что-то очень хорошее получите со временем. Время тут, знаете, вот как месяц, полтора, может быть, 2, но не больше 2 месяцев. Работа трамплин. То есть, возможно, вас возьмут на какую-то низкую должность. В процессе прохождения испытательного срока ваши работодатели поймут, что вы очень крутой профессионал, да, что вы очень можете быть востребованы на другой должности, и вас переведут. То есть тут четко показано: работа трамплин. Как бы тяжело не приходилось вам либо вашему близкому, не спешите отказываться. Понимаете, что это трамплин. Четко показали. Якорь. Стабильность. Но якорь, он раскачивается. Что-то мешает вам прийти к вашей стабильности, либо стабильность жизни получить. Кто-то как будто бы качает этот якорь. Сверху качают люди, человек. Кто-то прям специально это делает. Стабильности нет в вашей жизни из-за какого-то конкретного человека. Надо вам с этим человеком разобраться, либо вопрос решить, либо точку поставить. И тогда вы свою желанную стабильность точно обретете. Дальше, мои хорошие. Здесь показывают ваше состояние и упадок сил, которые вы очень часто испытываете. Возможно, вы сейчас сидите, смотрите мою цыпку, и у вас прям совсем нет сил, слабость даже какая-то идет, либо легкое головокружение часто можете испытывать. Проблема у вас со сном какая-то есть. Либо вы мало спите, либо недостаточно, либо не можете войти в фазу глубокого сна. Вы все разные. Вы уж от своей конкретной ситуации отталкиваетесь. Эту проблему нужно решать. Иначе ситуация с вашим здоровьем, с этой слабостью, да, которая у вас есть, она будет дальше усугубляться. То есть ложиться вовремя спать, высыпаться. Мы все разные. Кому-то достаточно и 5-6 часов сна, кому-то и 9, и 10 необходимо, да, для того, чтобы нормально функционировал и мозг, и организм. Опять же, если у вас сон прерывистый, если вы часто просыпаетесь среди ночи, но нужно с этим что-то делать обязательно. Не запускать эту ситуацию и не списывать на то, что так бывает. Да? Нет, здесь есть какая-то конкретная причина, которая не дает вам спать, да, высыпаться, полноценно отдыхать. И это в ваших руках, вы можете все исправить. Вы как будто бы от чего-то другого лечитесь, а проблема это в недостатке сна у вас идет. Вот четко показано. Беспокойный сон, либо мало вы спите. Надо здесь разобраться. Здесь корень, да, корень вашей проблемы с вашим состоянием. Сон. Нужен полноценный сон. Так, женщина у меня здесь очень сильно расстраивается, потому что ей с мужчинами не везет. То ли нет достойных кандидатов, то ли есть, но каждый в своей какой-то сфере вас разочаровывает. Да, один, например, хороший, но пьет. Другой не пьет, но, например, не работает. Да? В таком ключе. Очень много разочарования у вас вижу. А вы знаете, вы своего человека по судьбе точно встретите. И я даже для кого-то сейчас удивительную вещь скажу. У вас человек по судьбе, он где-то рядом с вами находится. Вплоть до того, что, не знаю, проживает по соседству. Может быть, работает в соседнем офисе. Вот как-то рядом он с вами находится.
вы мимо не пройдете. Вот когда придет ваше время и его время, вот тогда вы и друг друга рассмотрите, увидите и будете очень счастливы. Нет на вас никакой порчи, нет никакого венца безбрачия. Просто вот так по судьбе вам прописано. В определенный этап вашей жизни, накопив определенный опыт, встретить своего человека по судьбе. Ну и также вашему мужчине по судьбе приписано. В определенный этап, возраст, период жизни встретить. Вы обязательно встретитесь, вы очень хорошо друг к другу будете подходить. Так, смотрите, какую большую свечу показывают. Свеча с левой стороны. Это надежда. Надежда, которая есть. Кто у меня прям сильно расстроился, отчаялся, либо ручки вот так сложил и говорит, ну все пропало. Нет, вы ошибаетесь. Эта свеча большая, это свеча надежды, и она горит для вас. Вы все разные, у каждого своя ситуация, но говорят, что надежда точно есть. И это не просто там слово, и не просто маленькое какое-то свечение, это огромная свеча, это огромное пламя. Надежда, даже подкрепленная какими-то конкретными обстоятельствами. Все еще получится, все еще будет. Надежда есть. Не сдаваться, не сходить с дистанции. Идти к тому, чего вы хотите, о чем мечтаете, о чем думаете. Вот она, ваша надежда. Почему-то вы рассмотреть ее не можете. Ну, понятно, разные обстоятельства бывают, но надежда есть. И еще с правой стороны показывают радость. Радость, которая у вас на пороге. Здесь либо какой-то конкретный человек вас порадует, либо какая-то ситуация развернется таким образом, что вы этому очень сильно будете радоваться. Но просят вас свою радость в тайне от других людей хранить. То есть не рассказывать, не делиться своей радостью. Здесь либо сглазить могут, либо перебить вам радость могут. Идет радостное событие. Возможно, на днях случится, возможно, через пару дней случится. Говорят о том, что молчать об этом надо. Радуйтесь сами собой, да, в своей семье радуйтесь. Но никому об этом знать не следует. Понимаете? Чтоб и не сглазили, и не перебили, чтоб радость у вас вашу не забрали. Могут люди это сделать. Молчите. О радостном, о хорошем молчите. О плохом можете говорить всем. Да? Если что-то плохое, если вы чем-то недовольны, кем-то расстроены, об этом вы можете рассказать всем. А вот о радости, о добром, о теплом, о позитивном никому говорить не стоит. Прям совсем никому. Только в кругу своей семьи. Так, еще мне показывают, что вас дорога какая-то ждет. Дорога, я так понимаю, запланированная, возможно, даже билеты уже куплены. Там все пойдет не по плану. Но это не значит, что вы должны расстраиваться. Как могут, духи помогут. Все острые углы сгладят, но все равно будет ощутимо. Вижу, что в дороге вы дважды будете очень волноваться, но все закончится хорошо. Невозможно все просчитать, невозможно все предугадать, но духи будут с вами и вам будут помогать. Особенно вот показывают женщину очень маленького роста и прям такую, знаете, сухенькую. Вот она любит вас очень сильно и прям, знаете, как за вами ходит. Всегда в трудную минуту приходит вам помочь, утешить, позаботиться о вас. Так, а здесь знак медицины выходит. Медицина. Ну, во-первых, знак с правой стороны, значит, медикаменты помогут, либо доктор поможет, либо вашу проблему легко можно решить через, например, традиционную медицину. Доверьтесь своему врачу, либо начинайте лечение, либо лечение будет максимально эффективным для вас. Вот четко показано. Если вы лечиться не хотите, либо думаете, а само пройдет, нет, так делать нельзя. Здесь именно к медицине нужно обращаться. Доктора, препараты, все это поможет вам. Все это лечится, исцеляется, и все будет хорошо. Если у вас есть какая-то нужда, какая-то проблема по здоровью, и вы все откладываете посещение специалиста, займитесь собой, займитесь здоровьем. Идите, посещайте, вам точно помогут. Вот 100% помогут.
Дальше. Здесь вы желаете кого-то увидеть. Говорят, что встреча состоится, но состоится не скоро. Не скоро. То есть вы человека, которого вы хотите, вы точно увидите, но это будет не скоро. Не скоро. Здесь слишком многое вас разделяет. И придется достаточно серьезный путь пройти этому человеку, чтобы с вами увидеться. Кстати, просит передать, что этот человек тоже о вас думает и тоже вас очень сильно хочет увидеть. Вы все разные. У кого-то, может быть, любимого хотите увидеть, у кого-то там родственников, друзей. Увидите, точно увидите, но попозже, не сейчас. В ближайшем обозримом будущем точно нет. Но встреча точно будет. Так, еще показывают, что вы должны что-то поменять. Поменять, как-то по-другому что-то делать, либо по-другому относиться к тому, что вы делаете. У вас какой-то подход неправильный. И то, что у вас не получается, это именно вот причина, что вы неправильно к этому относитесь. Ну, допустим, на работе не получается, потому что вы на работу ходите исключительно, чтобы там деньги получить. Вы не получаете радости и удовольствия от той работы, которую вы выполняете. Вы бизнес ведете, вы постоянно там в стрессе, в страхе, где же клиенты, да, больше расходов, чем доходов. Да, вы постоянно сосредоточены на этих цифрах. Надо что-то менять, отношения надо менять, подход нужно менять. Надо вам как-то научиться получать радость от того, что вы делаете. Когда вы будете делать, получать радость, с любовью будете делать и получать радость, поверьте, очень классные результаты у вас пойдут. И ценить, и любить, и уважать вас станут. Ну и от клиента у вас отбоя точно не будет. Не будет. У вас очень какой-то высокий уровень стресса и тревожности, я вижу. С этим тоже нужно бороться. Это вам очень мешает. Очень-очень. Вы как будто бы в жизни хорошее перестали видеть. Но это все поправимо, поэтому и показывают точно. Так, еще говорят о том, что вам кто-то вредит. Мелкие пакости. Мелкие пакости. Возможно, вы так сами называете вред, который получаете. Вредит вам человек абсолютно одинокий, грустный, невостребованный, и человек, который всех не любит. Здесь, возможно, даже и проблемы с ментальным здоровьем у человека. Не только вам вредит, всем вредит. Как, знаете, всех людей не любит, ненавидит. Вы скоро узнаете, кто это делает. Смотрите, мало того, что узнаете, так еще и сможете пресечь. Либо кто-то сможет пресечь. Человек перестанет вредить. И еще показывают, что вы на кого-то должны глаза себе сами открыть. Какие-то факты и вот прошлое, что-то в прошлом, какие-то факты из прошлого сопоставить и сами себе должны глаза открыть на какого-то человека, который рядом с вами находится. Вот как разгадка этого человека, она в прошлом находится. Надо посидеть, подумать и понять, на кого-то у вас должны открыться глаза. Причем, чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но вот говорят, открой глаза, посмотри повнимательней, вспомни, что-то вы вспомнить должны, какие-то факты сопоставить. Но кто понял, тот понял. Так, я еще вижу, что кто-то недавно негатив снимал, а результата пока нет. А говорят, что результат будет. Луна ведь убывает, а с новой луной и результат придет. Месяц сейчас все меньше и меньше становится. Вот когда он в рост пойдет, тогда вы и результаты почувствуете. То, что вы делали, оно все сработало. И свой позитивный результат тоже принесло. Этот позитивный результат вы начнете ощущать с ростом Луны. Посмотрите в лунный календарь, когда Луна начнет расти, тогда и результат вы ощутите. Так, еще говорят о том, что вы совсем скоро в каком-то для себя месте окажетесь. Место. Случайно вы туда попадете, либо с кем-то за компанию придете. Там вы с кем-то знакомиться будете.
Ну, либо общаться. Может, знакомиться не будете, а просто с кем-то пообщаетесь. Слушайте внимательно, что вам там будут говорить. Это очень ценная информация придет, очень ценная, которая вам в жизни как палочка-выручалочка будет. Не случайно вы в то место попадете. Да, все будет выглядеть случайно, но случайности – это закономерность. Вы туда попадаете для того, чтобы что-то услышать, ценные слова, ценную информацию получить. Еще говорят о том, что кто-то вас недостоин. То ли любви вашей человек недостоин, то ли дружбы вашей человек недостоин. Говорят, что недостоин этот человек. Ну и как не трать время. Да, не трать время. И почему-то еще такая фраза, что горбатого могила исправит. Недостоин. Либо любви, либо дружбы человек недостоин. Говорят, что очень плохой характер у этого человека. Мстительный, такой капризный, противный и в какой-то степени агрессивный. Вот, человек тебя недостоин, не трать время. В таком ключе информация идет. И еще информация о том, что вы должны в себя поверить, либо в свои силы. То есть нельзя в себе сомневаться, нужно в себя верить. Вы поверите в себя, и другие в вас поверят. Вы в себя верить не будете, и другие не будут верить в вас. Вот в таком ключе. Не могу сказать, чего это касается, но вот как идет информация, я вам ее передаю. Здесь показано, что мужчина и женщина танцуют от счастья, потому что в их дом прилетает аист. Аист — это ведь не только тот, кто деток приносит, да, лялечек приносит. Это тот, кто символом семьи является. Вот семья, да, два человека, семья, очень счастливая. Видите, вот мужчина, вот женщина, руки домиком, и вот он аист над ними. Видите? У одних, значит, беременность долгожданная скоро наступит, но у других семья сформируется. Настоящая, крепкая, дружная семья. Еще говорят, что вы совсем скоро узнаете, что какой-то мужчина козлом оказался. Вы меня извините, но вот такая информация. Здесь женщина с козлом рядом. Эта женщина — это не вы, а скорее женщина как разлучница. Как та, кто вмешалась и отношения ваши разрушила. И вот смотрите, говорят, что мужчина козлом окажется. Причем козлом, но вот прям стопроцентным. Много горя эта женщина с этим козлом хлебнет. Очень много. Вы знаете, как будто бы она не разлучница, а наоборот, как ваша спасительница. То есть она ваши вот эти тяжелые взаимоотношения с этим козлом как на себя взяла. Теперь не вы, а она страдать и мучиться будет. А козел этот, смотрите какой, он не только бодается и проблемы создает, так он еще очень цепкий. Он как вцепится, да, он не отпустит. То есть сначала она за ним бегала, себе забрать хотела, а теперь она от него будет бегать. Да убежать у нее уже не получится. Вот знаете, как выбрала себе, да, счастьем, ну получай, кушай на здоровье. Вы еще об этом не только узнаете, но и увидите. Вот своими глазами увидите, что этот мужчина, он козел на самом деле. Не в обиду мужчинам сказано, кто смотрит эту отсыпку. Да, есть и мужчины такие, вот, которые могут испортить жизнь, и женщины такими бывают. Ну вот в данном конкретном случае именно про мужчину показали. И еще один момент очень важный. Как будто бы вы в доме храните то, что в доме хранить не стоит. Что-то старое, поломанное, испорченное, порванное, может быть. Смотрите, говорят, что нужно не вещи старые хранить, а память в сердце хранить. Вот. А от старья этого нужно вам избавиться. Как избавитесь от старья? У вас и в жизни перемены пойдут. Те перемены, которые вам обещаны, но до сих пор еще не начались. Не могу сказать, кто вам что обещал, но тем не менее, вот вижу, что вы часто вопросом задаете, почему в жизни ничего не меняется, почему я все время в одной и той же точке нахожусь, так как вне сурка проживаю. А говорят, что какие-то вещи тому причиной, старые вещи, поломанные вещи, порванные вещи. То есть не храните старье. Память хранить вы должны в сердце, но никак там не в шкафу, не где-то вот в жилом помещении. Вот этого делать нельзя. Такой даже практичный совет для вас идет.
Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.